Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Она выходит одновременно на телеканале НВК «Саха» и на радио «Тятим Сахараджета». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов, ведущие передачи Любовь Сыровацкая. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать интересующие вас вопросы по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Буквально месяц назад в этой студии мы собирались и говорили о вечере профессионального бокса «Вызов Севера», который состоится 6 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». И вот осталось буквально 3 дня до старта самого главного спортивного события уходящего года, о чем мы сегодня поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии заместитель главы города Якутска Владимир Жирков, директор промоутерской компании «Саха Про Бокс», и наш гость, матчмейкер турнира, директор промоутерской компании «Русь» Алексей Васильев из города Москва. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Николай, наверное, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка, все ли готово, и состоится ли вечер профессионального бокса 6 декабря? Всем добрый вечер. Подготовка у нас к турниру идет в плановом режиме. Буквально сегодня уже начинаем устанавливать ринг. Сегодня у нас прошла медиа-тренировка, так как у нас пришли основные претенденты на титул чемпиона Азии, тайландец. И презентовали 2 пояса сегодня. Все идет по плану сегодня. На сегодняшний день у нас открыты продажи билета, ринг устанавливаем, размещение, питание, все это уже в плановом режиме идет. Тогда на сегодня еще не все спортсмены приехали в город Якутск, да? Да, ожидается приезд еще у нас двух бойцов, и еще ожидается у нас приезд главного судьи, супервайзера. Это буквально завтра уже утром прилетают ранним рейсом. И приезд основных судей у нас 5 числа будет. В плановом режиме все пока без задержек едут, летят. Алексей, теперь вопрос к вам. Вы у нас не в первый раз. Как вы оцениваете уровень подготовки коллег из Саха Про Бокса? Есть ли чему поучиться и у вас? Есть ли какие-то недочеты? Ведь вы являетесь организатором таких профессиональных вечеров бокса на территории всей России. С каждым разом все лучше и лучше. И с первого раза было великолепно, и сейчас и добавляются определенные элементы хорошие, интересные. У меня никаких особых замечаний нет. Мы в одной команде работаем, если что-то случается, быстро исправляем, стараемся, чтобы было на мировом уровне. И если обратить внимание на поединки, которые мы дальше коснемся, то уровень каждый раз с каждым турниром все повышается и повышается. В этом году на выставочный бой заявлены Кай Адамов и Алексей Уваровский. Как вы считаете, смогут ли спортсмены национальных видов нашего спорта участвовать именно в профессиональном бою? Это слишком такое определение. Выставочный бой, наверное, не подходит к этому. Мы бы назвали его супербой и назвали его чемпион чемпионов. То есть бой за пояс чемпиона чемпионов. Это вообще здорово, это даже уникальное такое событие. Наверное, ни в каком другом регионе не может быть так, чтобы 2 чемпиона в национальных видах спорта дрались, определяли сильнейшего между собой в олимпийском виде спорта. Мы попробовали это. Формула раунда будет немножко упрощенная для них, так как они не профессиональные боксеры. Но сегодня на открытой тренировке они показали, что они в великолепной форме, очень атлетичные, харизматичные, и там большая интрига, кто тоже все-таки победит. Владимир, окружная администрация города Якутска является одним из основных организаторов. Немножко предыстории о вечере профессионального бокса «Вызов Севера». Немножко расскажите нам. Добрый вечер еще раз.
В 2023 году по инициативе Дмитрия Тенева мы организовали вечер бокса. Данная инициатива была поддержана Евгением Николаевичем Григорьевым, главой города. Вот. И впервые в Якутске был проведен вечер профессионального бокса. И, конечно, я хочу, пользуясь моментом, поблагодарить тех людей, которые все время с нами работают, эти 3 года поддерживают бокс. В основном мероприятия у нас проходят за счет спонсорских средств. Вот, людей неравнодушных, которые болеют за спорт, болеют за развитие бокса. Вот, в основном это бывшие спортсмены, бывшие боксеры. И, конечно, мы все совместно это мероприятие организовываем. Первый у нас вечер профессионального бокса, там основной состоялся между Петром Васильевым и чемпионом Африки, действующим чемпионом Африки по боксу, Натаниэл Какололло с Танзании, да. Вот, в прошлом году уже у нас 2 основных боя было. Это Василия Егорова и, опять же, Петра Васильева. Петр Васильев стал чемпионом России по профессиональному боксу. И, конечно, развитие профессионального бокса для якутян надо, потому как наши ребята, много ребят занимаются боксом, да, вот, и, конечно, в основном в легком весе, да, наши ребята, у них есть преимущество, вот, и мы этот вид должны развивать. Сегодня вот уже дает результаты, да, сегодня Михаил Варламов уже профессионально участвует, уже на уровне России, да. И, конечно, в этом году, как озвучили мои друзья-коллеги, у нас будет и супербой, и будет бой на титул чемпиона Азии. И чемпиона России же, да? И чемпиона России. Угу. В средствах массовой информации была новость о том, что почетным гостем в этом году будет боксер, профессионал, чемпион мира, сибирский Рокки Руслан Проводников. Так ли это? Да. Все мы знаем Руслана Проводникова. И Руслан Проводников человек, который не только пропагандирует бокс, да, сам работает, участвует, он еще пропагандирует культуру, да, здоровый образ жизни, да, личность такая очень харизматичная, интересная, поэтому в этом году мы его пригласили, он радостно принял наше приглашение, и много болельщиков, и мы все знаем, какие вечера он организовывает, да, поэзии, ездит по городам, вот, и, конечно, встреча с таким именитым спортсменом для жителей Якутии, и, во-первых, это для детей, да, это будет очень знаково. Поэтому мы должны провести мастер-классы. Это произойдет 6 числа после обеда в 40-й школе. Вот, и там, я так думаю, кроме Руслана еще будут другие спортсмены именитые. Угу. Тогда, кроме того, что он будет почетным гостем именно на самом вечере, еще у него обширная программа здесь. Да, он еще должен 6-го участвовать на награждении. Сегодня вот со 2 числа идет у нас Кубок мэра по боксу, который завершится 6 числа. Более 175 участников, детей по 41 весовым категориям. Вот. И, конечно, эти дети будут встречаться с ним, получать, как говорится, награды от имени мэра, от имени Руслана Проводникова. Да? Из рук чемпиона мира. Да, из рук чемпиона мира. Вот. И, как говорит мой сын, бокс — это спорт джентльменов. Поэтому это, как сказать, боксеры — это высокоинтеллектуальные люди, да, не только, как говорится, спортсмены, да, они очень всесторонне развитые. Поэтому, конечно, для детей это будет интересно, и они с такой личностью должны встретиться. Ну и вообще, прикоснуться к живой легенде, мне кажется, это надолго должно запомниться детям. Да. Угу. Николай, что ждет зрителей вечера бокса? Ожидаем ли мы такие прямо интересные, красивые бои? Будут ли нокауты? Вообще, как подготовлены спортсмены? Насколько сильные? Как говорится, все боксеры как бы очень такие люди
все говорят, что ринг покажет. Ну, я думаю, 60-40, думаю, будет какой-то, ну, досрочная победа какая-то. Ну, мои эти прогнозы такие. Ну, да, ребята очень готовы в этом году. Некоторых вы спортсмены видели, Алексей, что вы скажете по этому поводу? Ну, все спортсмены на высоком уровне готовы. Когда спортсмен готов на все 100%, вероятность нокаута, с одной стороны, высокая, с другой стороны, если соперник на таком же уровне готов, то у нас резко снижается. Поэтому предсказать невозможно, но я могу 100% гарантировать, что все поединки будут очень конкурентные, зрелищные и непредсказуемые. Особенно главный бой, где Михаил Варламов будет драться с тайским боксером, физитом, чемпион Таиланда против чемпиона России. При том, что таец непростой, он участвовал на чемпионате мира по любителям, он молодой, сегодня тренировка показала, что он страстно желает победить. Они уже оценивали, как бы не старались тебя не показать, но смотрели за Мишей, как он тренируется, как он готов. И я увидел в его глазах, с одной стороны, заинтересованность, с другой стороны, задумчивость. Он понимает, что его тоже ждет очень серьезное противостояние. Но, как Николай сказал, ринг покажет. И в этом-то весь интерес и интрига, чтобы увидеть в самом деле вживую, и не просто увидеть, а еще и поддержать своего спортсмена, своего близкого. И это же очень много сил дает. То есть выступление дома придает силы дополнительные. А вот у нас два спортсмена из теплых стран, как Таиланд и Иран. Как чувствуют себя спортсмены? Не ужаснулись ли от наших трескучих морозов? Хотя у нас пока довольно-таки тепло еще пока стоит. Знаете, когда теплый прием, а у вас всегда теплый прием, очень гостеприимно, то никакие морозы не страшны. Их встретили, очень хорошо проводили в теплое место, они уже на месте одели. Все замечательно. Они готовятся к бою, настраиваются на поединок, особо на улицу не ходят гулять, поэтому ждут, акклиматизируются, все в порядке. Тогда спортсмены, они сейчас только сосредоточены на предстоящем вечере, никуда еще пока не ходили. Нет, но у вас такой уникальный комплекс, где можно и жить, и тренироваться, и выступать. Это триумф. Они за пределы триумфа только вот выехали на какой-то тренировке, обратно вернулись. Владимир, у меня вопрос к вам. Вот сегодня на медиа-тренировке были презентованы пояса чемпиона Азии и чемпиона супербоя. Мне вот очень интересно, вот в последующие годы такая практика о том, что будут участвовать в профессиональном боксе чемпионы Игорь Дыгына и Игорь Манчар, это продолжится как традиция или это разовая такая акция в этом году? Ну, как сказать, здесь данные завтрашние бои, да, они, как сказать, для подогрева интереса, да, во-первых, потому что это люди именитые, да, чемпион Игорь Дыгына, вот чемпион Игорь Манчары. И, конечно, у нас, возможно, у кого-то пробудится интерес, да, возможно, он в последующем уйдет в профессиональный бокс, мало ли что, да, поэтому человек развитый, физически, всесторонне развитый, у него могут везде таланты открыться, я так думаю, поэтому, во-первых, это для самих спортсменов пробы, во-вторых, и они люди интересные для якутской публики. Вот, которые интересуются национальными видами спорта, да, которые их ежегодно видят, ежегодно болеют на играх Дыгына, да. В этом году, на будущий год, кстати, у нас на играх Дыгына одним из главных призов будет однокомнатная квартира. Вот, поэтому, конечно, сейчас это популяризируется, и каждый спорт друг друга поддерживает, друг друга за собой тянет, да, поэтому благодаря этому вот их тоже рейтинг тоже будет увеличиваться, да, поэтому будем думать, могут быть еще какие-то нестандартные пары появятся. Вот. А вот очень интересно, да, сегодня вот после медиа-тренировки, конечно, было очень много новостей и видео, да, и вот что Кай Адамов, что Алексей Уваровский, они прямо-таки, даже можно сказать, профессионально двигались и чувствовали себя на ринге. Они ранее занимались боксом или это вообще всем спортсменам подвластен бокс?
Ну, по Алексею Уваровскому могу точно сказать, что он раньше в детстве даже занимался у тренера и выступал на республиканских соревнованиях, занимал призовые места, ну, так что уже у него школа бокса очень хорошая имеется. Мгм. Но у них прямо разница такая в росте же, да, это не мешает? Нет, это не мешает. Это, наоборот, определенный интерес вызывает. Ну, кто-то будет друг друга простраиваться. Мгм. Я хочу сказать, что вот национальные виды спорта — это те, которые близки к корням, которые всегда были на этой территории. Это универсальные виды спорта. И несмотря на то, что бокс является самым сложным, и одним из самых сложных видов спорта, эти ребята очень быстро перестраиваются. Они настолько универсальные, что вот сегодня они показывали себя на тренировке, и их было не отличить от признанных мастеров. Только такие исключительно эксперты понимали, что здесь какие-то недоработки. На ринге может быть чуть сложнее, и мы посмотрим, как это будет. Но вот чем мне нравится Якутия, одним из тем, что вот своей креативностью, необычным подходом, каждый раз какая-то изюминка в этом есть. Нигде такого и вряд ли кто-то сможет это повторить. Национальные виды спорта Якутии — это передовые вообще в России и в мире. А я надеюсь, что и бокс тоже быстренько догонит, благодаря администрации Евгения Николаевича, такой огромной, великолепной команде. Я тоже присутствовал на открытии игр Кубка мэра, видел горящие глаза ребят, детишек, и кто-то, наверное, из них олимпийским чемпионом будет, не чемпионом мира. Ну, в принципе, у нас даже есть на кого равняться. У нас, в принципе, на Олимпийской арене уже был Балакшин Георгий. И, в принципе, те, которые профессионалы, боксеры сейчас, которые новые звезды у нас выходят, я думаю, что есть на кого равняться и есть куда стремиться. Большой потенциал. Мгм. Сегодня на медиатренировке было анонсировано о том, что 5 декабря пройдет медиавзвешивание. Что там будет, расскажите, пожалуйста, вкратце. Там будет все бойцы представлены, будет, во-первых, они покажут свой вес, в весе они или нет, и, во-вторых, будет битва взглядов, то есть любой раунд состоится за день до поединков. А это мероприятие бесплатное? Это бесплатно, каждый может прийти, и там еще будут билеты разыгрываться. Тогда, наверное, надо сказать о том, что 5 декабря всех ждем в 13:00 в здании КФИН, где пройдет медиавзвешенное. А болельщики и фанаты смогут ли получить у своих кумиров автограф? Да, и там же и Руслан Праведников будет, еще придет, и также можно автограф получить. Здорово. Мы, наверное, перейдем к тому, где можно купить билеты, как купить, сколько стоит. Николай, вы расскажете? Да. У нас уже открыты продажи по приложению на платформе ЕКТ Афиша. У нас ценовая политика начинается от 500 рублей, 500 рублей, 5000, 8000 и 10 тысяч. Вот самые первые ряды. Да, и у нас откроются еще с завтрашнего дня офлайн продажи билетов. Это ЦСП «Триумф» касса и кинотеатр «Центральный». Завтрашнего дня планируем. А вот сейчас идет турнир по боксу среди детей, да, среди юношей, да? Вот, может быть, чемпионам будут там раздавать билеты или нет? Бесплатные вообще билеты каким-нибудь категориям полагаются? Да, вообще планируется у нас 6 декабря мы будем раздавать, выдавать билеты детям, ученикам, спортсменам и ветеранам СВО, и ветеранам бокса. Мы будем выдавать билеты на предстоящий вечер бокса. Ну и чуть-чуть разъясним, да, вот билеты, которые по 500 рублей на трибуны, да, там они с рассадкой или без рассадки? Билеты по 500 рублей без рассадки будут, то есть кто раньше подошел, тот уже займет хорошие места. Дорогие телезрители, мы буквально сейчас прервемся на несколько минут на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим о вечере профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет 6 декабря.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире передача «Якутск сегодня». Сегодня она посвящена предстоящему вечеру профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет 6 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». И сегодня у нас в гостях заместитель главы города Якутска Владимир Аржаков, директор промоутерской компании «Саха Профбокс» Николай Дичковский и наш гость, матчмейкер турнира и директор промоутерской компании «Русь» Алексей Васильев из города Москва. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы говорили о том, что где можно приобрести билеты. Николай, наверное, мы чуть-чуть давайте вернемся и скажем, сколько стоят билеты, где можно будет приобрести. Напомним? Да. Билеты у нас завтрашнего дня будут продаваться, планируем продать в кассах «Триумфа», спортивный комплекс и кинотеатр «Центральный». Это ценовая политика у нас начинается от 500 рублей, 5 тысяч, 8 тысяч и 10 тысяч. Это самые первые ряды. У нас на ЕКТ афишу по приложению уже можете в один клик купить это все. И еще вы сказали, что с завтрашнего дня откроется офлайн продажа в ЦСП «Триумф» и кинотеатр «Центральный» в кассах. Владимир, давайте чуть-чуть вернемся к нашему почетному гостю, который приедет, да? Это у нас приедет сибирский рокки Руслан Проводников. Мы все знаем о том, что он, кроме профессионального бокса, еще очень любит бегать, и причем, по-моему, в любую погоду. Будет ли пробежка у нас в Якутске? Да, как сразу принял приглашение, Руслан он сразу обозначил в этот момент, что впервые в Якутии, в Якутске и хочет ощутить наши морозы. Мы сами знаем, вот начало декабря уже есть уже серьезные похолодания, да, в городе Якутске. И, конечно, он планирует делать забег. Вот, и во сколько? В 15:00 набережная Романа Михайловича Дмитриева, это у нас на 202 микрорайоне. Там есть стелла Лорб, и оттуда сбор начинается и будет пробежка. А докуда? Планируется вообще 3 километра. По погоде посмотрим, сколько будет. Понятно. А туда приглашаем всех. Присоединиться может просто любой, да? Да, любители бега, любители спорта, любители бокса, да, могут присоединиться. Наверное, расскажем зрителям о том, что во время марафона, который проходил в каком-то городе, Руслан Проводников во время марафона читал стихи Левитана. Да, он читал стихи Левитана, участника Великой Отечественной войны, да, вот очень, он его стихи читает вообще, да, и очень загруженные смыслом стихи, конечно, и проводит вечера поэзии по городам России, ездит, есть единомышленники, которые ему в этом помогают, двигают, вот, но мы, конечно, больше ориентированы сегодня на вызов Севера, вот, и в перспективе тоже подумаем. И тогда пробежка будет 5 декабря. 5 декабря 15:00. Алексей, вы сегодня были свидетелем и организатором медиа-тренировки тех спортсменов, которые уже успели приехать. Как вы оцениваете уровень подготовки? И вообще сегодня, по-моему, спортсмены были в очень красивых формах. Что вы скажете? Формы красивые, выполнены с душой, с любовью к родной культуре, со смыслом. И опять хочу подчеркнуть, что и организация самой медиатренировки, и подход не только организаторов, но и жителей, и спонсоров такой, на который нужно равняться и другим регионам тоже. Фирма Iron, она дает и футболки, и форму пошила, и делает это, наверное,
наверное, я бы сказал, одни из лучших в России, кто это может сделать. Если сравнивать с IBA, то мне форма, которая будет в Якутске, больше нравится, чем даже вот в этой международной боксерской организации. А уровень медиа-тренировки, я бывал очень на многих, вот подход организационный и вообще сама атмосфера, одна из лучших, где я видел. Если за границей это уже такое рядовое событие, то даже сравнительный бой за титул чемпиона России между Гасиевым и Лебедем, где иностранный Гасиев был, вроде такой статусный поединок, тоже проходил в спортивном комплексе, но было как-то затянуто, а здесь все было живое, огромный интерес со стороны болельщиков и средств массовой информации. И хочу сказать, что вот на материке не собирается столько СМИ на такие события. Хорошо, что если приходят на само событие, но на медиа-тренировки они, как правило, не ходят. А здесь было человек 20, и еще сказала, это мало. Не все успели, потому что рабочий день, и на медиа-взвешивании будет еще больше людей. Это уровень высочайший. Вот боксерам надо на это равняться. То есть организаторы пока чуть-чуть лучше, чем боксеры. Боксеры все-таки поэтапно идут. Я понимаю, что у вас большой опыт не только в боксе, но и других видов спорта, и организации различных других мероприятий. Вот, это дает уверенность, даже не надежду, а уверенность, что спортсмены точно дотянут до мировых титулов. Если вот уровень организации вызова Севера, с каждым годом повышается, есть ли шанс того, что в скором будущем, возможно, будет трансляция на федеральном телеканале матч? Мы сегодня уже начинаем обсуждать этот вопрос, и я команде операторов и команде съемочной группе говорю, что вот это сейчас будет у вас тестовый режим. Нужно вам готовиться к тому, что следующий турнир может быть на федеральном канале. И нет ничего сложного, но мы дотягиваемся по спортивной части до федерального канала. Уже, в принципе, с таким продуктом можно заходить на канал «Боец», а лучше бы сразу на федеральный Матч ТВ. И технически сейчас вот мы посмотрим еще до конца, посмотрим освещение, в целом продакшн. Что-то, может быть, поправим, но давайте будем планировать, что в следующем году уже вот такого уровня будет турнир. И, соответственно, если это федеральный канал, то мы можем рассчитывать и на федеральных спонсоров в том числе. Я еще слышала о том, что на медиасопровождение еще подключилась Федерация бокса России, да? Да, Федерация бокса России поддерживает это событие. Несмотря на то, что у них сейчас напряженный график, у них идет чемпионат страны среди женщин, и начинается чемпионат мира, вот с сегодняшнего дня чемпионат мира в Дубае среди мужчин. Мы там на хорошем счету, и они в партнерах согласились, не то что согласились, с удовольствием берут наши материалы и у себя размещают. Николай, а вот наши мужчины, спортсмены, конечно, сильные, ловкие, выносливые, но у нас такие же сильные и женщины. В будущем вызов Севера, будут ли среди участниц женщины? Да, кстати, сегодня вот эти дни тоже проходят, да, вот как Алексей сказал, чемпионат России среди женщин. У нас там участвует одна девушка. Вот. Вообще интересно все вот это. Женщины быстро проходят вот это все. Они быстро осваиваются, и развитие у них быстрее идет, чем мужчин, да. И можно уже предварительный какой-то рейтинговый бой можно сделать. А вообще девушек много, которые боксом у нас занимаются? Да, у нас достаточно девчонок. Есть призерки России среди юниорок, есть чемпионы Дальнего Востока. Очень перспективные, хорошие есть девчонки, да. Вот даже получила путевку, она прошла отбор и сегодня участвует на чемпионате России среди женщин. Это тоже довольно-таки хорошее событие для нас. А ставки будут на вызове Севера? Таковой ставки конкретно как XBet, таких у нас не будет, но ребята, ставятся в WhatsApp-группах, уже идут такие
ну, кто на кого ставит. Это у нас Ну, это традиционно, да. это как бы частные, Ну, вообще мы вообще планировали лигу ставок, да, занести. Но это вот, как Алексей сказал, уже надо будет федеральные каналы привести, и чтобы она должна была на прямом эфире. Это одни условия вот лиги ставок. Ну, тогда мы будем надеяться в будущем, что, скажем, на следующий год «Вызов Севера» выйдет уже на федеральный уровень. Ну, и я хотела вот чисто для себя, вот, допустим, чемпион Азии, да, пояс, что он дает для спортсмена? Ну, чемпион Азии — это первая ступенька на пути карьеры к титулу чемпиона мира. То есть региональный титул чемпиона России — это исключительно, ну, как бы местный уровень, он не рассматривается никак в рейтинговом статусе. Вот если ты завоевал звание чемпиона Азии, его там защитил несколько раз, ты повышаешься каждый раз в рейтинге и имеешь право претендовать на следующий уровень, это континентальный и интерконтинентальный чемпион. И, соответственно, если второй пояс уже высокого уровня, после его завоевания ты можешь войти в 15 лучших боксеров в какой-либо организации. В данный момент мы ведем работу с WBA. Это та организация максимально лояльная к России. Штаб-квартира в Венесуэле находится, в нашей дружественной стране. И по этой версии, единственная версия, где мы можем проводить титульные бои за титул чемпиона мира на территории Российской Федерации. Соответственно, Михаил пошел по этой ступенечке. В следующем, ну, дай бог, выиграет, и еще там его карьера будет продолжаться. И, ну, сложно говорить, все от него будет зависеть, через сколько времени он подойдет, получит право драться за титул чемпиона мира. Ну, это все возможно, все от него зависит. Ну, дай бог, чтобы «Вызов Севера», вечер профессионального бокса у нас продолжался ежегодно и стал той площадкой, и стартовой площадкой для наших спортсменов и спортсменов-международников. Вот. И завершая нашу передачу, хочется сказать, что вечер профессионального бокса «Вызов Севера» — это не только возможность увидеть захватывающие бои, но это и шанс большой поддержать наших спортсменов, которые будут представлять нашу республику на международной арене. Поэтому всех горожан, гостей столицы приглашаем 6 декабря в 17:00 в Центр спортивной подготовки «Триумф». В 17:00 начнутся вечер профессионального бокса «Вызов Севера». Надо добавить, что все вырученные средства пойдут на поддержку участников СВО. Вот. И это возможность, значит, не только поддержать наших спортсменов, но и поддержать наших участников, наших героев, которые охраняют наш покой, наши границы на передовой. Всех приглашаем. Билеты у нас продаются С завтрашнего дня кинотеатр «Центральный», ЦСП «Триумф» и онлайн-площадка «Афиша Екатеру». А вот кроме Михаила Варламова, да, вот Петра Васильева. Петр Васильев, кстати, в этом году приедет? Нет, Петр Васильев в этом году не участвует. Но он сегодня будет в качестве гостя. Вот, да. Петр Васильев как чемпион России. Прошлогодний он в качестве гостя будет. Ну и все участники, которые раньше нам и сегодня с нами, Дмитрий Тенёв, который первым все это инициировал, он тоже будет в качестве почетного гостя. Ну и, конечно, в этом году в нашу команду присоединился Василий Егоров. Вот. Он очень тоже нам помогает, поэтому мы в команде Саха-Про Бокс. Алексей Васильев, наши чемпионы, наши люди, которые поддерживают бокс. Все вместе работаем. Я хочу отметить Василия Егорова. Он очень большой молодец. С первого раза все понимает. Очень много работы делает. Практически сейчас, вот последние дни, не спит. И это, ну, не то чтобы находка, это как бы, ну, бриллиант Якутии настоящий. Я уверен, что благодаря его трудолюбию, его работе, его таланту появятся чемпионы, и Якутия будет блистать на мировой арене.
Мгм. Спасибо ему огромное, Вася, если ты слышишь меня. Привет тебе. А кто является основными спонсорами вот вечера профессионального бокса, которых хотелось бы отметить, вот кроме вот компании Iron, которая полностью обеспечила униформой ребят, да, компанию Iron, как Сибирин, Аурика Сибирика. ага, которая вот изготовила специальный пояс чемпиона супербоя. Да. Кто еще из спонсоров? И спонсоров очень много, да. В этом году хорошо со спонсорами. Так, ну, ежегодно нам есть, как говорится, ежегодно помогающие люди, да. Мгм. Это, во-первых, Федерация бокса, да, республики в лице Петра Алексеева, Республиканская инвестиционная компания, Комдрагмет, компания драгоценных металлов. Вот, ежегодно нас поддерживают строительные компании, да, торговые компании. Вот, я могу сейчас перечислить просто сейчас. Ну, это вот просто со стороны вот генеральных директоров этих компаний, они просто как бы продвигают и являются сами спортсменами. Ну вот строительная компания СТК, Артик Капитал, Алмаз-Энгенбанк, Династия, вот, АРТ, Дороги Саха в этом году, Туласен, клиника Виват, Саха Мук, Панчер, вот. Мгм. Еще какие компании? Альянс, Строй, Кюн. Ну вот одной из изюминок вызова Севера мы сказали о том, что в этом году вот у нас будет супербой, где будут наши спортсмены наших национальных видов спорта. А еще я слышала о том, что будет автограф-сессия участников вызова Севера. Это есть такое? Да, в плане у нас автограф-сессия. Ну, это уже после, кто выиграл там наши пояса. Мгм. И автограф-сессия Руслана Проводникова, фотосессия планируется. Мы еще забыли, у нас открывается в 40-й школе зал бокса. Мгм. Новое совсем. Там новые груши, новые. Это все будет там участвовать экс-чемпион мира Руслан Проводников. Хочу поблагодарить всех вас за то, что пришли, уделили свое время. Хотим пригласить всех горожан и гостей столицы 6 декабря в ЦСП «Триумф» в 17:00 на вечер профессионального бокса, поболеть за наших спортсменов, посмотреть захватывающие поединки. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире. Спасибо. До встречи. Спасибо, до встречи. Спасибо.